Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы будем готовить национальное чувашское блюдо под названием щульбе. Первым делом надо приготовить кастрюлю. Кастрюля нужна большая, потому что будет кипеть долго, часа два. Что еще для этого нам нужно? Также для этого мы берем внутренности барашка. Барашек молодой, только что был убой барашка. Сюда идет легкое сердце, печень. Также сюда идет вот обрезь. Это мясо. Мясо нужно обязательно. Сейчас покажу, что идет еще. Вот что идет еще для щульбе. Это идет головка у барашка. Кладем головку. Очень хорошо почищенный желудок. Желудок чистится в кипятке. Это внутренняя часть очень должен до белого состояния. Из этого также из желудка делают шертан. Наше тоже чувашское национальное блюдо. Это внутрь берется кровь, мясо, рис. Все внутрь кладется и зашивается. Сегодня кровь мы не собирали. Я возиться не хочу. Так, потом идут 4 ножки. Предварительно все это опаливается очень сильно, моется все в кипятке. Не думайте, что как будто это не грязь, это просто после обжигания горелкой вот остается вот как бы такой. А так на самом деле это очень все чисто. Соответственно, грязное же кушать мы, конечно же, я не буду. Это вот нижняя часть с языком тоже. И 2 ушка. Ушко отрезается тоже. Опаливается очень сильно. И все это в суп. Теперь еще кладем. Так, это у нас мясо. Мясо тоже надо класть. Кладется все. Еще кладется легкое сердце. 2 почки. И все это варим мы 2 часа. Расскажу, что еще мы добавляем. И как получается этот суп, очень многим нравится. Это такое блюдо готовят в каждой национальности. Только у всех называется по-разному. У нас называется щульбе. Пока у меня варится мясо. Мясо где-то будет вариться вот это вот все внутренности часа 2. Я за это время приготовила лук. Лук покрошила и сложила. Лука надо не меньше килограмма. Вот у меня мясо сварилось. Вот смотрите, каким образом я определяю, что у меня мясо сварилось. Вот оно должно от костей вот так вот очень хорошо отходить. Голову мы отложим потом в сторонку. Ее там мозг, это на любителя. У нас любят такие вещи. Вообще, кастрюль, конечно, то, что вы видели в самом начале, это кастрюля у меня специально, именно кастрюля для щульбе. Это щульбе варится только, вообще по правилам варится на улице, на костре. Именно вот в каждой семье есть определенная кастрюля, в которой всегда варится щульбе. Больше эту кастрюлю ни на что не употреблять, только для варения щульбе. Так как она для улицы, я ее, конечно, терла, она не оттирается. Вот. А сегодня у меня нет возможности варить на улице, костер мне никто не делает, я варю дома. Вот сейчас мы все видите, как я начала уже частично крошить, крошим мелкий кусочек. Пока все это крошится, у меня варится лук. Мясо все вытаскиваем, крошим, а в кастрюлю засыпаем лук. Пускаем туда лаврушку, чуть-чуть специи. И пока варится лук, мы крошим мясо. Вот покрошила я мясо. Теперь, каким образом я что крошу, что не крошу. Я всегда не крошу, оставляю язык, оставляю сердце, оставляю пару ножек. Вот эти части. Это у нас мы иногда сами очень вкусно погрызть. Так, для этого оставляем. Сердце и язык, там еще пару почек, оставляю детям. Я считаю, для меня это самое вкусное мясо.
И детям это тоже очень нравится, и это они тоже очень любят. Это оставляют цельными, и потом просто в супе все это отдается в первую очередь детям. А так, если щурбе, это считается национальное праздничное блюдо, готовится на праздник. Когда готовится это блюдо, есть такая традиция, если вы готовите дома, как правило, зовется все ближайшие соседи. Готовится большой чан литров на 40. Зовутся все соседи. И этот суп все ходят утром, вечером кушать друг другу в гости. Этот суп кушать. Но это с учетом того, что если вы зовете. Все время нас тут зовут. Вот и мы тоже вечером у нас позовем соседей. Потому что это очень большая кастрюля. Это сколько литров? Это мясо столько здесь. Вот считай, почти целая кастрюля мяса. Сейчас она опускается в другую кастрюлю с луком, который варится. Сейчас она вот пущу я, доварится. И я покажу, как, сколько что, какой густоты окажется. И еще останется последний штрих, который обязательно должен идти с этим супом. Вот соединили мы лук с мясом. И вот смотрите, какой густоты получается суп. Вот ложка стоит. Еще у нас пускают в этот суп, пускают рис. Так вот, ну вот жменьку, можно сказать, риса. Но я не пускаю. Так, жменьку риса мы пускали, например, вот если мы варили в кафе, было у нас там национальное блюдо. Здесь же я рис не пускаю, потому что не стоит. Тут и так он ложка стоит из-за мяса. Тут только мясо, лук и все. Сейчас минут 20 покипит. Пускаем лаврушку чуть-чуть и пускаем перец черный. Все это покипит и покажу, каким образом, с чем и как это все подается. Основной атрибут, основной дополняющий ингредиент, который обязательно всегда, даже зимой, если у нас готовится щурбе, всегда пускают эти вещи. Это чеснок, укроп, лук зеленый. Вот так выглядит суп.